Приветствую вас на канале Спокойной аналитики. С вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 25 апреля и много очень интересных новостей. В этом выпуске в российском тылу неуловимые партизаны создают колоссальные проблемы для российских военных и российских спецслужб. Вторые сутки неизвестные беспилотники атакуют военные объекты в Крыму, а Дональд Трамп назвал окончательные дедлайны по завершению войны. Ну а спецпосланник США Уитков уже приземлился в Москве и, возможно, даже сегодня встретится с Путиным. Ну а Лавров сделал очень и очень неожиданное для России заявление про войну в Украине. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И давайте разбираться. Итак, начнем вот с какой новости. Под Москвой в Балашихе взорван генерал-лейтенант, замначальника ГОУ, Главное оперативное управление. Звали Ярослав Москалик. Ну, в общем, вот это ГОУ, это основной орган Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, в задачи которого также входит планирование военных операций разного уровня. То есть то, что Москалик так или иначе является военным преступником, здесь сомневаться не приходится. Машина с взрывным устройством была припаркована в микрорайоне, в котором квартиры давали российским военным, там, летчикам, космонавтам, подводникам, герои России там даже есть. В общем, такой себе военный микрорайончик, вот там и Москалика и не стало. В сети уже появились кадры, я их сюда, естественно, не буду выкладывать по понятным причинам, как ликвидировали вот этого Москалика. Он проходит мимо авто, происходит направленный взрыв, и поражающими элементами просто Москалика распыляет на атомы. Ну, генерал-лейтенант военным преступником является. Это, кстати, кучно по генералам начали работать. Там самокат, здесь авто. Ну, в общем, я думаю, что стоит задуматься тем, кто причастен к военным преступлениям в Украине, что вот есть большая вероятность, что своей смертью они не умрут. Ну и на 51-м арсенале продолжаются взрывы и детонации. Это вот арсенал, который находится в 60 километрах от Москвы. В общем, он взрывается уже третьи сутки. Завтра будем записывать программу, будем про четвертые сутки пылают станицы уже говорить. Сегодня со спутников были зафиксированы новые тепловые сигнатуры в подземных хранилищах. Судя по всему, начались новые взрывы, ну или вторичная детонация. Ну и в ГУР, Министерство обороны Украины, сегодня также сообщили, что неизвестные партизаны и диверсанты смогли успешно поджечь российский истребитель Су-30СМ, который находился на аэродроме Ростов-на-Дону Центральный. Вспыхнул, горел красиво, бортовой номер 35, так что россияне, которые там поближе туда, могут это прекрасно проверить. Сгорел за 50 миллионов самолет. Это я к чему? Тут даже, знаете, не вопрос, сколько он стоил, 50 миллионов, этот Су-30СМ, а что произвести его из российских деталей невозможно. Просто невозможно. То есть выпустить еще один без западных деталей невозможно. Такая же история с гражданской авиацией, поэтому, ну вот такие дела. В декабре, кстати, вот прошлого года сожгли еще один Су-30, тоже партизаны в Краснодарском крае. Ну, в общем, видите, как оно получилось. Тогда еще, кстати, 3 тепловоза сожгли, которые таскали вагоны с российской военной техникой. Значит, главный вопрос для россиян, почему партизаны так активизировались для российских спецслужб, да потому что Россия настолько большая по территории, то есть не великая, большая просто по территории, эти объекты так разбросаны, и сейчас с помощью современных технологий, средств связи, там, мессенджеров, передач и так далее, сделать это несложно. То есть будет гореть, будет взрываться, будет детонировать, самокаты будут уничтожать генералов, в общем, движуха, как мечтал Плешезавр. Хотел движухи, получи и распишись. Ну и сегодня ночью беспилотники атаковали российские аэродромы в Новофедоровке и Каче, это в Крыму, в моем родном Крыму, где я родился. Атака около 5 часов подряд продолжалась, взрывы были в Армянске, Красноперекопске. Причем один из беспилотников или что-то прилетело в дом заместителя главы Чечни. Это движение «Атеш» сообщает, что сегодня утром был прилет в Саках. Представьте, у Кадырова везде свои, у него там постоянный представитель, а это его заместитель постпреда
Кадырова в Крыму. Звать его Мурат Саидов. В результате падения БПЛА повредили сам дом, автомобили. Причем не стесняясь, вот так снимали, значит, дом где-то там в Саках или под Саками. И просто вот, значит, несколько автомобилей там, от Мерсов там, класса, не знаю, 250 тысяч долларов и выше. Ну, в общем, нормально. Зам постпреда Чечни неплохо себя чувствует. Причем, я вам больше скажу, он там как раз Кадыровым поставлен для того, чтобы тупо просто перераспределять потоки. Не так давно был случай, когда пришлось его задерживать, его и еще нескольких человек. Они выбивали из своего соотечественника долю в бизнесе. Причем, когда их задержали, угадайте, что там у них изъяли. Понятно, стрелковое оружие. И, конечно же, золотой пистолет с инкрустированной рукояткой. Ну, а как же без этого? Так что Кадыров своих юнитов наплодил, нараздавал везде. Они там сейчас занимаются тем, чем заниматься привыкли. И Минобороны российская сегодня сообщила, что над Крымом сегодня 59 аж беспилотников уничтожили. Видите, это уже который день подряд лупят. Ну а по моей информации, там приличное количество ослепили различных, и РЛС уничтожили. Поэтому что же происходит? Зачем ослепляют РЛС? Ну вот эта задачка будет россиянам. Ну и местные паблики пишут, что какая-то новая тактика, новые беспилотники применяются, они там старые не успеют научиться как-то прицеливаться, тут уже летят новые. В общем, партизаны, беспилотники, все это проблема. Не было бы никакой проблемы, если бы один мразеныш просто не начал абсолютно бессмысленную войну. Ну и, друзья, я напомню, у нас очень важный сбор, мы почти половину уже собрали для Легиона Свободы России, легиона, который в том числе выполняет боевые задачи в тылу и в глубоком тылу противника. Поэтому этот сбор, он идет на дроны, на операторов штурмовых БПЛА, на дроны-разведчики, ну и на всякие разные интересные штуки, которые в том числе и в глубоком тылу врага могут применить. Поэтому благодарю вас, что поддерживаете все сборы. И от меня, и от Легиона, и от Цезаря вам огромная благодарность. Ссылка на сбор в описании к этому видео. Ссылка на банку Легиона там же. И там же PayPal для тех, кто хочет или может помочь из-за границы. Всех видим, всем огромная благодарность. Едем дальше, друзья. Ну и Великобритания вместо многотысячных боевых сил, войск ограничится отправкой в Украину военных инструкторов. И то лишь в западную часть страны. Об этом в статье Times говорится, которая вчера сообщала, что Лондон смягчил свои планы по вводу войск в Украину. Вместо введения сухопутных сил основное внимание будет уделено восстановлению и перевооружению армии Украины под защитой с воздуха и с моря. При этом британские и французские военные будут отправлены на запад Украины. Вот такие дела. Ну, Лондон еще для этого хочет получить гарантии безопасности от США, которых пока нет. Ну, а Трамп такие гарантии вряд ли даст, по крайней мере, не спешит. Ну и знаете, что я вам скажу? Вот с одной стороны, можно сказать, значит, испугались, вот оно как. А с другой стороны, очень правильное, на мой взгляд, решение. Несколько тысяч британских военных особой роли здесь, тем более миротворческий контингент, не сыграют. А вот несколько сотен дальнобойных ракет сыграют, как сдерживающий фактор. Еще пара моментов. Трамп не дает гарантии безопасности даже в рамках Альянса, в рамках НАТО. Ну, если даст, он скажет, ну, хорошо, дам гарантии, я гарантирую, давайте, где подписать. Как вы думаете, будет это гарантиями безопасности? Я очень сомневаюсь. Насколько можно доверять вообще таким гарантиям безопасности? Я вот сейчас не юродствую, но от этого будет зависеть судьба и жизнь многих украинцев. Поэтому это очень важная тема. У нас есть очень горький опыт Будапештского меморандума, как вы прекрасно знаете. Кстати, каждый раз, когда эта тема всплывает, в комментариях появляется кто-то, ну, как правило, те, кто там Трампа, например, защищает, потому что в последнее время, как вы видите, я его не жалую. Кто говорит, вот там вам никто никаких гарантий не давал по Будапештскому меморандуму, сами виноваты. А я каждый раз рекомендую, но все же есть в открытом доступе этим комментаторам, ознакомьтесь с текстом.
Начнем с того, что он официально называется, ну, там, в народе Будапештский меморандум, официально называется меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Он так и называется, меморандум о гарантиях безопасности. И освежить память буквально несколько предложений. Пункт первый, самый-самый первый пункт. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании, Штаты подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами вот этого акта уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Ну, такой вопрос. Я вот про Россию сейчас вообще не говорю. Здесь понятно, что все обнулили просто. Но со стороны других подписантов нормализовать и склонять Украину к пожертвовать частью территорий. Это уважение независимости и суверенитета существующих границ Украины или нет? Как вы думаете? Есть еще замечательнейший пункт второй, что все те же самые Россия, США и Великобритания подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности. Ну, и что никакие вооружения никогда не будут применены против Украины. Ну, здесь понятно, что Российская Федерация, которая, в принципе, нарушать абсолютно все, в общем, это нормально для них. Собственно, потому у них и правитель такой отбитый. И пункт четвертый, который все, на мой взгляд, нарушили. Вот просто все. Российская Федерация, Соединенные Штаты и Великобритания подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совбеза ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику договора о нераспространении ядерного оружия в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы. Только даже объектом угрозы агрессии. Представляете, как оно получилось? А в итоге, что Совбез ООН? Мы оттуда слышим, вылезает Джабба Хат, этот современности не бензя, и погнал про комары, про грязную бомбу. В общем, вот так. Лучшая гарантия безопасности вооруженные силы Украины, обеспеченные, вооруженные, возобновление ядерного статуса и полноценных ракетных программ, понятно, развитие дроновых программ. В общем, вот это и есть лучшая гарантия безопасности. Инструкторы британские, ну или какие-то другие, которые на западе Украины будут обучать, да пожалуйста, премудростям обучения с новым оружием это всегда важно. Поэтому, если вам там спокойнее, то пожалуйста. И традиционно я всегда благодарю всех, кто помогал и продолжает помогать Украине. В комментариях всегда слово поддержки из разных уголков нашего мира для Украины, просто вот из разных. Я думаю, там пройдет час после выхода этого эфира, посмотрите очень, ну просто из разных уголков мира. Кстати, даже из России пишут: мы против войны, мы за Украину и так далее. Ну и, естественно, так как канал развивается, кстати, друзья, нас уже 400 тысяч, с чем я в первую очередь вас поздравляю и себя тоже поздравляю. Мы очень хорошо растем, ну и, собственно, поэтому привлекаем внимание гнусявых ботов, которые, на мой взгляд, прекрасную работу делают. Давайте, комментируйте, дизлайкайте, лайкайте, не знаю, работайте, боты, вам же за это деньги платят, поэтому мы сейчас скажем: Путин, Россия, война, США, Трамп, ключевые слова скажем. Вот. Ну и Путин мразеныш тоже скажем. Итак, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонный сектор. Вы представляете? Спецпосланник США Стив Уиткоф, он уже приземлился. Он будет, скорее всего, завтра обсуждать, а может даже сегодня этот вопрос с Путиным. Не только этот, но я думаю, что сделают как в прошлый раз. Сначала перед встречей с Путиным Уиткофа обработает спецпереговорщик Путина Дмитриев. И после этого уже, я помню, Уитков там рученьку к сердцу при встрече с Путиным преклонился. Ну, в общем, все как полагается. Ну и на выходных они будут уже какие-то там, наверное, финишные. Я сейчас скажу, что Лавров чуть дальше будет. Это реплика очень странная от него. Обычно он там мурыжит, ржет, я не знаю, что угодно делает, только не говорит конкретику. Россия, значит, великая, мы там первопричины устранить. А тут он прям конкретно высказался. Сейчас дойдем. Теперь по поводу того, что Соединенные Штаты
попросят Россию признать право Украины иметь собственную армию. Тут как-то, знаете, неудобно получается. Украина, она сама, оказывается, наделила себя правом иметь собственную армию. А потом эта собственная армия наваляла по щам второй армии мира, и миллион оккупантов полегли в землю и покалечились. Точнее, вот так вот на этой бесславной войне они бесславно и покалечились. Ну, а те, кто полег в землю, обрадовали свои семьи, я уже говорил в прошлой программе, прекрасный шанс у российских жен задонатить на дроны для вооруженных сил Украины. Дабы у нашей армии было больше дронов, у вас будет шанс, что к вам по частям приедет ваш вот этот алкобот, и вам за него выплатят большую-большую денежку. Поэтому донатьте на ЗСУ. В общем, про армию. А вот Украина сама просто себя наделила этим правом. И никто не имеет это право у нас отнимать. Не имеет права ни вот этот, значит, персонаж, который брови коричневой тушью красит себе, Ленинград, указывать нам, сколько у свободного независимого государства должно быть войск. А вот чем может похвастаться, кстати, великая, в кавычках, естественно, Россия, вот с этой гигантской армией, да, у них действительно огромный бюджет, ядерное оружие, помощь Китая, Северной Кореи, Ирана, там еще куча других государств, которые помогают обходить санкции, ОДКБ все практически туда же. Вот чем может Россия похвастаться вот в этой войне? Ну, давайте представим, что, допустим, она может завершиться в каком-то ближайшем обозримом будущем. Временно захватила кусок Украины. Вот ради этого была война. То есть, понимаете, я вспоминаю, когда Путину задавали вопрос, а какие результаты войны, и он хихикал, как престарелый эксгибиционист из-за дерева в парке, похихикивал там, и говорил, что Азовское море – это внутреннее море России. Как вам такой результат, россияне? Вот эта вся война, все эти уничтоженные соплеменники ваши, я сейчас обращаюсь к россиянам, которые поддерживают Путина, с ним вместе темают там его портрет и так далее. Как вам такой результат, патриоты? Недостаточно, что у вас Азовское море временно внутреннее море России. Хотя зачем? То есть из-за этой войны, в том числе косвенно, убили побережье Черного моря сейчас. То есть для чего все это было? Тут... Кстати, кому недостаточно, что Азовское море, внутреннее море России, то вы потише об этом говорите. Кстати, друзья, не забывайте подписаться на этот канал. И давайте разбираться дальше. Дональд Трамп тут у нас отличился. Я просто не знаю. Я боюсь с утра открывать новости. Просто побаиваюсь. Дональд Трамп, он просто просыпается. Спасибо за разницу во времени. И начинает, значит, калашматить этот мир, генерировать какую-то тонны чего-то там. Значит, как он отреагировал на удар, на массированный обстрел Украины, когда, к большому сожалению, убили российской ракетой 12 человек в Киеве и под сотню практически раненых. Он, знаете, что написал? «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь, каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение». Как это не вовремя, пишет Дональд Трамп. Это сейчас не вовремя, вот ракетой вы убили. А когда это может быть вовремя? Но там же есть кто-то, кто должен вычитывать хотя бы перед публикацией вот то, что пишет президент Соединенных Штатов. И про не вовремя. Сейчас будет непростой блок. Ракета, которая буквально сложила этот дом в Киеве, там, вы знаете, 12 человек погибло, там оттуда, вот с места событий, приехали туда журналисты, какие-то вели репортажи, там общались с людьми, которые там были, кто спасся, кому, к сожалению, не удалось. И вот школьник один жил в этом доме, 17 лет.
И когда он ну, его одноклассники знали, что он в этом доме живет, когда поняли, куда попало, прибежали почти весь класс, его знакомые, друзья, много прибежало его друзей, знакомых. И они ждали, когда разбирали завалы, потому что живых доставали оттуда, и, к сожалению, погибших, и они ждали, и построили. Я увидел эти фотографии на Facebook-аккаунте ЮНИСЕФ. Я сюда не буду их выкладывать, не имею морального права и не хочу этого делать. ЮНИСЕФ сфотографировал, как эти дети, они из вот этих плит раскуроченных, каких-то деревяшек, они создали такие небольшие, как бордюрчики, что ли, чтобы им было видно повыше. Они так вот смотрели, кого вытаскивают, не их ли это друг, не их ли вот этот знакомый. И они стояли, смотрели там, каждый раз, когда кого-то вынося, они бежали, кого-то там, он, не он, телефон, потому что не отвечал. К сожалению, не произошло чудо. Тело этого школьника достали, он погиб, к сожалению, и эти дети, они там до темна находились, поддерживали друг друга. Ну, в общем, украинцы это... Ну, и вот как про это сказать не вовремя? Вот как это можно? Я понимаю, что там вообще абсолютно плевать далеко за красивым океаном и так далее. Еще одна история, раз уж так и я увидел ее тоже в Facebook. Значит, это просто фотография. Тоже житель, скорее всего, этого дома, пожилой мужчина, лет 65 ему, ну так, примерно так. Лицо окровавленное, в футболке, в шортах стоит, с телефоном в руке, в тапках. Вот как успел выбежать, схватить, так и выбежал. И он стоит, опустив голову перед этим разрушенным домом. Ну да, наверное, 65, я думаю, чуть, может, даже больше. И понимает, что вот там 12 человек, которые погибли. Наверняка, дом небольшой, наверняка он всех знал их. Наверняка. И этих брата с сестрой, которые погибли, там 21 год и 19. Это дети врача из университетской поликлиники. Он их знал, он видел, как они там вот с таких, наверное, росли. Парнишку этого 17 лет наверняка знал. И вот он стоит, и нет больше его дома, нет больше ничего, ни там документов, это уже такое. То есть он стоит, понимает, что он в данном случае, то, что он живой остался, а многие нет, он, ну, наверное, счастливчик, да? Ну, если можно так в этой ситуации назвать, я не знаю, как тут правильно подобрать. И он стоит, смотрит, как больше нет этого дома. Вот где он там, может, всю жизнь прожил. Вы понимаете? И как можно говорить там, что вовремя, что не вовремя. Вот я когда жизненный путь этого упыря, который эту войну, из его упыриное вот это вот кодловище все, когда вспоминаю части там из биографий, у него же в жизни ни одного светлого момента у этого упыря не было. То есть он издевался изначально, это его супруга бывшая Путина писала, издевался над своей женой. Потом, значит, эти женщины, дочерей своих прячет, нигде не показывает, назвать их даже по именам боится. Эту Кабаеву со своим этим выводком прячет. Абсолютная такая вот, знаете, безликая мразь. И вот эта безликая мразь, которая всю жизнь либо прислуживала и очень четко соблюдала иерархию, либо прислуживала, таскала чемоданчики за Собчаком или там с другими начальниками, либо когда дорвалась до власти, вот представьте, вот это вот все из него, вот садистские наклонности, желание доминировать, отомстить этому миру за то, что, значит, он просто такой был блеклой молью. Вот оно забирает жизни светлых, жизнерадостных людей. Да, извините. Ну, в общем, Трамп считает, что Путин больше не будет бомбить Украину.
Ну, он так ответил на вопрос журналиста. Журналист ему задал вопрос: вы сказали Путину прекратить атаки. Думаете, он вас послушает? Да, сказал Трамп. Ну, так послушал, что сегодня там и по Днепру прилетело, шахеды ночью опять летели, и есть жертвы, есть убитые, и раненые есть. То есть так он послушал. Да он плевать хотел, по-моему, на этого Трампа. Хотя побаивается. То есть он боится, что если что-то там выйдет, какое-то самодурство выйдет из-под контроля, то могут быть проблемы для него. Ну и Трамп заявил, что установил для себя крайний срок по мирному соглашению между Россией и Украиной. Итак, что же это за дедлайны такие? Причем он сказал, знаете что, когда его спросили, ну, хорошо, Украина, понятно, вы ее сейчас там заставляете то, заставляете это, Украина не соглашается, кто-то там злится из-за этого. Ну, а Россия что уступает? И Трамп сказал, что уступка России заключается в прекращении войны и отказе от захвата всей территории Украины. Какая щедрая, значит, подачка. Значит, чтобы Путин не захватил всю Украину, вот такая вот уступочка. Я просто напомню, что он в своей Курской области справиться не может, скоро уже год отмечать будем, какую всю Украину он там захватывать собрался. Я, кстати, вангую, что еще не докрутили идею для пиарщиков Трампа, что, мол, Трамп не дал захватить Путину всю Украину. Это же можно в достижение записать? Конечно, можно. При Байдене бы такого точно не случилось. А можно пойти еще дальше. Путин может сказать: слушай, Трамп, раз ты так ведешься на эти все штуки, отдай мне всю Украину, а иначе я захвачу весь мир. То есть ты не дашь мне захватить весь мир, но отдай мне всю Украину. Здесь есть одна проблема только. Это сама Украина, которая еще раз Путину наваляет по щам, если это будет нужно. Ну и про дедлайн, если про конкретику. Итак, мы оказываем большое давление в связи с российскими авиаударами, и мы хотели бы ответить на все вопросы о российских санкциях в течение недели. То есть, если за неделю Россия не делает там заявление или не прекращает огонь, то тогда вопрос санкций поднимается. Я так это трактую. Потому что до этого же кто-то говорил, мы встанем из-за стола и уйдем. Кто-то же это тоже говорил. Ну и вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия соглашения нужно будет задавать через 2 недели, говорит Трамп. То есть к 10 мая, вот когда он сделал это заявление, ну к 9, я так понимаю, Путин пообещал ему чего-то там уже, какую-то сделку. Ну, сейчас вы, друзья, простите, конечно, меня за мой французский, сейчас вы блеванете от слова «сделка», точнее, от количества этого слова. Трамп тут заявление сделал. Мы оказываем вот полное заявление. Знаете, как звучит? Про давление, санкции. Мы оказываем сильное давление на Россию. Россия это знает. Некоторые люди, близкие к ней, знают. Премьер-министр понимает это лучше, чем кто-либо. И мы оказываем сильное давление. Я думаю, они хотят заключить сделку. Мы узнаем об этом очень скоро, но для танго нужны 2. И нужно, чтобы Украина хотела заключить сделку. А они очень сильно пострадали. И я верю, что они хотят заключить сделку, сказал Трамп. Танго для танго 2. Сделка, 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 сделка. Бля. Ну и это еще не самый кринж, чтобы вы понимали. Дональд Трамп встретился с ветеранами американскими. Я, когда в Твиттер, в соцсети X она теперь называется, когда увидел этот фрагмент, я не удивился. Ну, потому что вот это вот, они очень глупые, они очень плохие, я очень хороший, мы очень-очень хорошо заработаем. Вот это все, это же Дональд Трамп. И он встретился с ветеранами. И вот вам диалог. So you guys got hit, huh? Pretty good. You got hit. Pretty good. Amazing. We're in a pretty tough area in Canada, in the Arkansas River Valley. Значит, что он сказал? Так, ребята, вас ранили, да? Очень хорошо. Вас ранили? Потрясающе. Ну, кстати, друзья, все хотел сказать, но забыл. Мне вчера вот такую штуку вручили.
Но я считаю, что вручили ее не мне, а нам с вами. Это благодарность от Global Drone Академии за то, что мы с вами закрывали важные сборы, и за счет этого Украина и разные подразделения, абсолютно разные, получили несколько сот высокопрофессиональных операторов БПЛА. Мы с вами это сделали, за что вам от меня колоссальная благодарность. Ну, от тех хлопцев и девчат, которые обучались, я думаю, вдвойне. Так что, друзья, берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине.